Vielleicht nur heiße Luft, wahrscheinlich ausgebrannt, vielleicht auch zeitgemäß und wir sind gar nicht schuld daran, dass niemand mehr von uns für irgendetwas brennen kann. Legenden sterben jung, die meisten stumm und arm, und erst in 100 Jahren Zeit zu überlegen, ob das Leben eine Scheibe ist, wenn du's weißt, geil für dich. Wir lachen nicht, heben es auf, irgendwann wird unser Himmel schon blau. Denn am Ende wird alles wieder gut, und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Können wir das Ende nicht sehen, denn am Ende wird alles wieder gut, und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen, denn am Ende wird alles wieder gut, und solange es uns nicht gut geht, haben wir auch kein Problem. Und wir springen, sehen uns auf die Fresse fliegen, doch lieber fliegen als Seidenhemden gerade bügeln. Nicht mal ansatzweise unsere Kragenweite, lieber voll als schon im Быстренько представимся, поприветствуем вас. Меня зовут Юрий Розанов, коллегу моего Василий Соловьев, и мы с вами ждем начала кубковой игры. Дальше отвлекаться на представление себя любимых будет некогда. Вот, внимание, у австралийцев опасный момент. Подают штрафную. Иногда это называют обрезом. Конечно, даром никто мяч не уступит. Защита в эпизоде лучше нападения. А теперь и соперник поправит свой процент владения мячом. Соперник теряет мяч в середине. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Но во всяком случае мяч у игрока отобрали. Переходит мяч в другой команде. Передача голкиперу, который в этой ситуации может себя и защитником посчитать. Некое подобие стенки. И вот он, парашютик над штрафной, кто его примет. Тим Кекер. Но мяч-то в чужой штрафной. Можно на контратаку нарваться. Потому попытка накрыть соперника прямо там, у него дома. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Но думаю, что на следующей тренировке парня надо поставить и нерабочую ногу разрабатывать. Специальные упражнения даже имеются в арсенале у специалистов по физподготовке. Соперник позволяет, можно играть пас вроде бы не слишком спеша и ждать возможности ударить поворотом. Вот шанс забить.
шанс до удара. Думаю, опасно! Смотрите, удар какой! Справляется вратарь! Кэхел. Тим Кэхел. Порой в обязанность защитника и входит тушить пожар в собственной штрафной. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар, и арбитр фиксирует взятие ворот. Давайте посмотрим еще один повтор этого замечательного гола. Правильное решение, правильно сработал судья, дал доиграть и лишь потом просвистел. Принимает мяч, головой удар по воротам. Пас не удался, и мяч уходит в аут. А до ворот-то не так уж и далеко, вполне возможен удар. Подает штрафную. Защитник забирает мяч. Вот момент. И защитник облегчает работу собственного голкипера. Пошла борьба. Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. Судья игру. Это не борьба и не хоккей, господа. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Ну да, не успевал он за оппонентом, поэтому пришлось нарушать. Думаю, надо бить и забивать. Здорово атака развивается и может быть опасно. Не слишком ли высоко, не слишком ли долго летит мяч? Тим Кэхел. Очень спорная ситуация, но арбитр зафиксировал вне игры. Стало быть, это уже данность. Уходят команды на перерыв. Единственный гол был забит в эти 45 минут. Очень осторожно действуют соперники. Видимо, Итак, вторая половина игры. Свисток арбитра. Поехали. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Прессингует там, за центральным кругом. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Ах, какой удар! Ну и вот он, гол австралийской сборной. С лета гол. В одно касание вот такие голы — это сущее заглядение. Тому, кто придумал этот кросс, нужно памятник поставить. Очень чисто. Мяч на фланге забирает игрок. Двойная замена — это
это, конечно, риск поломать то, что было, но это и новая загадка соперника. Этер. Похоже, атаку трудно будет остановить. Легко проскакивает защитник. Конечно, даром никто мяч не уступит. Не доработал защитник, как легко дал себя пройти. Защитник сыграл идеально, но только казалось. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. Ну, не лучшим образом, конечно, эта перекидочка получилась, но ведь она не получается каждый раз. Да, это такая техническая задача, очень интересная. Классический вариант развития атаки. Пас с фланга и что дальше? Вот как раз тот самый вариант, когда называется не дал продолжить атаку арбитру. Абсолютно прав. А вот теперь просвистел. Это фол, и нечего тут спорить. Судья был рядом, он все видел, грамотно в эпизоде разобрался. Не успел игрок обороняющейся команды за этим эпизодом, пришлось фолить. Похоже, тренер готовится сделать замену. Честно говоря, передернули, да? Думаю, надо бить и забивать. Ну, давай! Ну, думаю, что на следующей тренировке парня надо поставить и нерабочую ногу разрабатывать. Специальные упражнения даже имеются в арсенале у специалистов по физподготовке. Ну что ж, игра завершилась. Ну что ж, как-то вот повелось в последние годы подобные победы, да, называть победами на класс. Ну, так можно себе позволить играть, если у тебя в воротах стоит человек, не пропускающий ни одного мяча. Спасибо за то, что были с вами и командам, и вам, уважаемые телезрители. Комментатор Юрий Розанов. До встречи. Some say if you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it swerve. Some say if you don't try, then you